мною принято решение о проведении специальной военной операции. Знаете, это очень мужественный поступок великого человека. Он дал задание начать эту спецоперацию. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Уверен, они надежно обеспечат безопасность и мир для народа России. Мы, еще раз говорю, денацификацию Украины должны обязательно провести. Наша Родина, Россия. Мы зажгли вечный огонь, как символ памяти, на сквере Славы, где навсегда вписаны имена участников Великой Отечественной войны, наших земляков. Наш маленький район и все его жители сегодня переживают сильнейшую горечь утраты в связи с последними событиями по тем, кто, верный воинской присяге, проявив стойкость и мужество, погибли в ходе выполнения задач во время проведения специальной военной операции на территориях Украины, Луганской и Донецкой республик Кирилла Лаптева и Николая Сибирякова. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. Это, конечно, крайне непростое, но абсолютно необходимое решение нашего президента. На выставке представлены книги и артефакты. Немые, но самые красноречивые свидетели. Ветераны военных действий со страниц книг рассказывают читателям правдивые документальные рассказы о тех, кто воевал в горячих точках. Поэты слагают стихи во славу защитников Отечества. На экспозиции вы увидите снаряжение, обмундирование, награды, кружку со следом от пули, личные и памятные вещи участников спецоперации.
мы все смертны, мы все под Господом. И мы когда-нибудь из этого мира все уйдем. Это неизбежно.